Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Фантастика предсказывает будущее. Наглядный тому пример наш сегодняшний гость, известный писатель Сергей Лукьяненко. В 1997 году сразу в двух своих книгах он предсказал конфликт России и Украины. Как выяснилось, впоследствии бывший неизбежным. Как писать нашумевшие эпизоды, как сделать российскую фантастику популярной молодежи и чего не хватает отечественному фантастическому кино. Об этом пытаемся сегодня узнать у самого Сергея Васильевича. Добрый вечер. Добрый вечер. Очень рада вас видеть в Якутске. Знаю, что это не первый ваш приезд. Чем вам Якутия нравится? Ну, мне нравятся люди, мне нравится вообще атмосфера, какой-то дух, наверное, Якутии, да. Бытует мнение, что российская фантастика сейчас мертва, ну или находится в глубокой такой коме. Ну, по крайней мере, если посмотреть, что сейчас книжные магазины предлагают, или сам издат, там, ну, в лучшем случае боевики, либо вот эти бесконечные истории про попаданцев и попаданок. Вы вот этот тренд наблюдаете? Знаете, это, конечно, так, но нечто подобное было всегда. То есть 90% любого явления, что книг, что, может быть, других произведений, вообще музыкальных, чего угодно, 90% всегда будет мусором, шлаком. Это неизбежно, просто раньше существовал барьер в виде издательств, редакторов, которые отсеивали самый откровенный мусор и просто не выпускали его к широкой публике. А сейчас публиковаться может кто угодно. Существуют сайты, на которых люди публикуются, существует масса издательств, которые готовы выпустить, опять же, любую книгу маленьким тиражом. Соответственно, вот этого мусора стало больше попадать в поле зрения. Но по большому счету это совершенно обычная ситуация. То есть, в принципе, издательства заинтересованы в том, чтобы популяризировать, так скажем, отечественную фантастику? Издательство, цель любого издательства – это заработать деньги, да. Поэтому издательство будет издавать все, что угодно, если оно пользуется популярностью. Фантастика пользуется популярностью, и, конечно, издатель пытается найти тот самый роман, который принесет ему очень много читателей, очень много денег. Поэтому издатели стараются публиковать все. Вдруг что-то выстрелит. Ну, как правило, не выстреливает, но иногда что-то удается. Поэтому маленьким тиражом выходит практически любая книжка, если она хоть чуть-чуть качественно написана. Вот про качество и про шлак, да, понятно, что фантастика до сих пор считается таким легким жанром, наряду с детективами. Ну, по крайней мере, в школьной программе она не представлена, да, хотя почему бы на уроках литературы, ну, не вести там проверенную временем классику фантастики, ну, там, тех же Стругацких, Беляева хотя бы. Ну, смотрите, дело в том, что фантастика, как и детектив, она относится к разряду сюжетной литературы. Главное сюжет, главная рассказанная история, стиль, качество написания самого текста уходит на второй план. Это не всегда соблюдается. То есть есть фантасты, которые являются очень хорошими стилистами. Они пишут прекрасно, в лучших традициях там, великой русской литературы, их не стыдно там сравнивать с кем-то из классиков. Но основная масса, конечно, делает упор на сюжет. Поэтому, если рассматривать с точки зрения школьной программы, то, конечно, там обычный писатель, там Ваня Петров, он будет уступать текстам Чехова или Тургенева, или Льва Толстого и так далее. Но если рассматривать лучшие образцы жанра, лучших авторов, то это будет действительно нормальная, хорошая, большая литература. Давайте вспомним, что Булгаков, например, написал массу фантастических вещей, начиная от «Иван Васильевич меняет профессию» и кончая «Мастер и Маргарита», «Роковые яйца», «Собачье сердце». То есть
это фантаст, по сути. У него фантастики огромное количество, и при этом одновременно это великий русский писатель. То есть здесь надо подходить, конечно, дифференцированно. Вполне возможно включать в школьную, тоже, в ту же самую школьную программу те вещи, которые написаны стилистически тоже на достойном уровне, чтобы дети, школьники не отбили себе вкус, не подумали, что книжку можно писать как угодно, коряво, лишь бы там было рассказано что-то интересное. Вот. Но даже того же Булгакова можно смело включить. Почему бы и нет? Еще одна большая проблема – это стоимость книг сегодня. Да. То есть, чтобы обновить библиотеку, это ползарплаты нужно отдать. Да, да. Почему так происходит? Что с этим делать? Переходить полностью на онлайн-потребление? Ну, никого, конечно, это не радует. Во всяком случае, писателей не радует точно. Потому что писатель получает такую мизерную совершенно часть стоимости книги. Но даже издатель не супер наживается на книге. Дело в том, что книга, она не пользуется никакими практически преференциями в налогообложении, она не является чем-то социально значимым. То есть книжный магазин платит такой же налог с продаж, как и расположенный рядом магазин алкоголя или там магазин по продаже, ну не знаю, лекарств. Разумеется, что лекарств люди будут покупать гораздо больше, чем книжек, потому что если потребуется, то заплатишь любые деньги. И поэтому книжные магазины, они вытесняются, они исчезают из хороших, популярных мест, где много бывает людей, уходят куда-то на задворки, там меньше покупателей, соответственно, цены вырастают для того, чтобы магазин мог сводить концы с концами. Книг в результате покупают еще меньше, издатель их выпускает меньше. И получается такой вот замкнутый круг. То есть стоит чуть-чуть вот нарушить какое-то равновесие, нарушить ту цену, которую читатель считает справедливым, и цена на книгу, да, вырастает до совершенно неприличных каких-то величин. И в результате, да, люди переходят на чтение электронных книг. И это еще хорошо, если они покупают электронные книги в законных магазинах, а не берут их у так называемых пиратов, да, с пиратских сайтов. Здесь, конечно, здесь по большому счету нужна помощь государства. То есть я не сторонник того, что государство должно как-то особо спонсировать, помогать там литературе или какой-то другой сфере, устраивать там какие-то прицельные акции. Но в общем и целом снизить нагрузку налоговую на книжную отрасль, в первую очередь на книжную торговлю, конечно, стоило бы. Ну, хотя бы начать с детской литературы. Хотя бы начать с детской. Ну, хотя мы знаем же, как тут все это сразу будет происходить. Сразу детской литературой будет объявлено все, что только можно. Это как на любом соке написано, что это сок для питания детей до 3 лет. Почему? Ну, потому что тогда у него меньше налогообложения. Вот. Даже если мы понимаем, что ребенок не будет пить томатный сок, все равно на нем написано «для питания детей для 3 лет». Ну, так вот и на книжках на всех будет написано, что это замечательная детская книжка, даже если ребенок никогда в жизни ее читать не станет. А что вы посоветуете почитать из фантастики? Ну, я могу смело советовать читать свои книжки. Это понятно. Потому что я за них отвечаю. Ваши книжки мы уже прочитали. Вот. Если авторов, которые, скажем так, относительно молодые, недавно появились, ну, не знаю, мне нравится автор такой есть, Антон Карелин, недавно начал широко писать. Сергей Котов. Ну, много, на самом деле, появляется молодых авторов. На самом деле мы стараемся как-то это дело поддерживать, развивать.
собирать. В сборники включаете свои рассказы молодых авторов? Вот где-то 2 года назад я придумал такую вещь, литературную мастерскую. Мы получили поддержку на нее от Президентского фонда культурных инициатив, и мы 2 раза в год собираем со всей страны 40 человек по разным группам. Научная фантастика, фэнтези, детская литература, ну и какая-нибудь еще там романтическая фантастика, боевая фантастика, космическая фантастика. Это каждый год меняется одна позиция, каждый раз. Мы собираем 40 человек, молодых авторов, объявляем конкурс, они присылают свои вещи. Мы оплачиваем проезд, оплачиваем проживание, питание и работу в течение недели. И в течение недели мастера, известные писатели, фантасты с ними занимаются, учат. То есть вот таким образом мы, например, пытаемся поддержать, вырастить некое новое поколение писателей, фантастов, которые будут все-таки уделять внимание не только в содержимому, но и форме. То есть писать все-таки литературно качественные, интересные книги. Вот такой вот есть проект. И, в общем, если у кого-то на книжке прочитаете, что выпускник литературной мастерской Сергея Лукьяненко, ну, это тоже определенный знак качества. Можно покупать, можно попробовать, читать. Да. Не обязательно этот автор окажется ваш. Все бывает. Но среди них есть те, кто очень успешно и интересно начали продвигаться. А есть у вас свои авторы, в смысле вот ваши книги, которых вы можете перечитывать, ну вот в любое время? Если вот не из... Ну, Булгаков, я чувствую, так по вашему ответу на первый вопрос. Если из фантастов брать, наверное, это Желязный, наверное, это Терри Пратчетт. Это отдельные вещи Стивена Кинга. Вот, он на самом деле, дядька, конечно, эстрадный, не очень нас любит, но я ему все прощаю, потому что он в детстве очень сильно испугался, когда Советский Союз спутник запустил. А книжки у него есть хорошие. Ну, то есть есть авторы, которых я периодически перечитываю. На самом деле есть и некоторые такие детские авторы, которых я тоже с удовольствием перечитываю, и нахожу в их книгах что-то новое и считаю, что они такие все возрастные. Например, там Туве Янсен или наш Николай Носов, замечательный детский писатель. Ну, моя настольная книга — это вообще «Алиса в стране чудес» на все времена. Ну, «Алиса в стране чудес», ну, это вообще не книга, а, можно сказать, такой вот набор каких-то совершенно замечательных парадоксов, мыслей, игр. Фантастика — это такой сложный взгляд, на мой взгляд, сложный жанр такой. И прежде всего в том, что фантаста можно вроде как спросить что угодно, потому что он может предположить что угодно. Вот есть такое выражение, что история сослагательного наклонения не терпит. Но если мы представим, что если бы в 22 году Россия не начала специальную военную операцию, как бы было, да? Ну, скорее всего, в 22 году свою военную операцию начала бы Украина. То есть она пошла бы отвоевывать Донецк и Луганск. Я не знаю, успели бы мы, так сказать, им прийти на помочь. Ну, я, скажем так, я бывал в Донецке до начала СВО. Я разговаривал с людьми, которые тогда там воевали, потому что, война-то там шла непрерывно многие годы. И они просто, те люди, которые сидели в окопах все эти годы, начиная с момента возвращения Крыма и до 22 года, вот, те люди, которые сидели в окопах, которых бомбили, обстреливали, и как бы никто это особо не замечал, они говорили, что когда украинцы пойдут, наша задача продержаться 3 суток. Потому что, по нашим расчетам, за 3 суток Россия успеет подтянуть войска, и, возможно, они спасут наших родных. А мы, конечно, говорит, здесь все поляжем.
Вот, потому что то, что, так сказать, будет удар, что Украина начнет наступление, там все понимали. В это можно верить, можно не верить, но те люди, с которыми я говорил, и которые там воевали долгие годы, и многих из них уже нет в живых, они были в этом уверены абсолютно. Так что, начав вот эту специальную военную операцию, Россия, по сути, просто избежала ситуации, когда была бы вынуждена бросаться в бой с колес и, условно говоря, устраивать отбивание Донецка того же и Луганска от войск, которые туда уже вошли. К сожалению, есть, знаете, есть вещи, есть конфликты, которые принимают такой экзистенциальный характер, и они могут разрешиться уже только силой. То есть 8 лет все-таки Россия пыталась это все как-то решить мирно. Если так вспоминать, сколько было приложено сил для того, чтобы Донецк и Луганск остались на Украине, хотя они не хотели. Они не хотели, а Россия всячески уговаривала: останьтесь. Вот, пусть вам дадут право говорить на русском языке, там, иметь свою какую-нибудь милицию, чтобы вы не боялись, и останьтесь на Украине. Вот, но Украина не захотела. Ну, все это в результате и привело к такому. То есть, как-то не ужасно, но я боюсь, что любой другой вариант был бы хуже. То есть, ну, по сути, мы своей спецоперацией остановили их от захвата Донбасса, ну, то есть остановили Донбасс от падения перед Украиной, и Россия не могла бы не вмешаться в таком случае? Если бы Россия не вмешалась, это было бы то, что называется потеря лица раз, и просто падение, ну, не то, что даже авторитет. После этого, скажем так, о страну бы с удовольствием все, кто мог, вытирали ноги. По всем направлениям, начиная от экономических и кончая военных, там, стратегических и прочего. Ну, потому что вы не вмешались, вы своих не защитили, людей, которые 8 лет просятся прийти с территориями, прийти к вам в страну, присоединиться. Вы их не защитили, вы там типа начали что-то мекать, блеять и типа говорить: давайте жить дружно. А мы пришли, вот мы такие вот смелые, мы их всех поубивали и все захватили. И что после этого было бы с Россией? Я боюсь ничего хорошего. Ну вот сразу в двух ваших книгах, это «Звезды, холодные игрушки» и «Осенние визиты», упоминается война между Россией и Украиной. При том, что визиты увидели свет в 1997 году, писали, и «Звезды» и «Визиты», да, писались вообще еще раньше. 90-е годы, да. То есть как вот эти эпизоды появились, что-то вы знали, или это какое-то неосознанное пророчество было? Что это? Ну, понимаете, у фантастов не бывает неосознанных совсем пророчеств. Есть много информации, писатель на нее смотрит и обдуманно или необдуманно пытается спрогнозировать, что из этого произойдет. То есть писатель-фантаст пытается выстроить картину будущего, понять, к чему все приведет. Я бывал на Украине, я разговаривал, я видел, как там менялись настроения, я видел, как там промывались мозги, я видел, как создавались, по сути, еще первые прообразы вот этих вот молодежных таких вот банд, группировок, которые потом превратились в основу Майдана, вот этих безумных совершенно ребят, которые готовы были все убивать, сжигать и так далее. А я это видел в 90-е годы еще в очень-очень легком варианте, когда вдруг не пойми с чего, не пойми кто, начинал какую-то молодежь прикармливать, подпаивать, там типа давать денежку, опекать. Вот, и было понятно, что создаются какие-то группы боевиков, и постепенно начиналось нарастание такой антироссийской риторики, настроений, обидок, и за что можно, за что нельзя, за все на свете. Вот у нас был Голодомор. Ну так Голодомор был по всей стране, в Казахстане, в России, на Украине, везде. Ну, время было такое, вся страна голодала.
Да, не только наши, кстати. То же самое происходило в Европе, в Польше и во многих других. Ну, сложные были годы, чисто климатические. Но теперь у них оказалось, что это вот сознательно обижали только Украину. И так вот происходило во всем, и было понятно, что за этим стоит чья-то воля, что это накручивают, что постепенно, аккуратно людям переформатируют мозги и превращают их во врагов. И, в общем, в какой-то момент я понял, что рано или поздно это кончится кровью, к сожалению. Как говорится, никому этого не хотелось. Если бы тогда кому-то сказать: ребята, вы понимаете, что нас приводят к войне, все бы стали смеяться и сказали бы: да что ты придумал, да никогда в жизни такого не будет. Но было понятно, что будет. А вы следите за тем, что происходит в Казахстане? Вот вы упомянули Казахстан, вы ведь оттуда родом. Следите, что сейчас вот Я слежу, и, скажем так, я немножко нервничаю, потому что периодически там... Я очень долго гордился Казахстаном за то, что Казахстан сохранял максимально такой вот межнациональный мир, согласие, но... В последнее время какие-то определенные такие тревожные симптомы, звоночки есть, и я за этим слежу так вот очень переживая. Я надеюсь, что там, нет, там ситуация пока не, так сказать, не приобрела необратимый характер. Я надеюсь, что все будет нормально и не произойдет там того, что произошло на Украине, не дай бог. Вот, очень на это надеюсь. Но тем не менее, вот работа... Но работа там идет, да. Тут, к сожалению, мы все время уступаем именно в том, что называется мягкая сила, влияние. Ну, в этом Россия всегда традиционно была слаба. То есть там, где надо собраться и пойти в бой и победить, да, мы можем. А вот там, где нужно аккуратно, тихо работать, где-то... Я не знаю, где-то убеждать, где-то уговаривать, где-то припугнуть, где-то подкупить кого-то и сказать: нет, так не делай, а сделай вот так. Для того, чтобы обеспечить отношения со своими соседями, там, с другими странами. Вот в этом всегда у России, к сожалению, было сложнее. Но мягкая сила – это ведь прежде всего культура. Культура – один из важнейших элементов, конечно. Вот. Но тот же образ Южной Кореи сейчас во всем мире, благодаря там этим дорамам, благодаря кей-попу. Хотя Южная Корея – это на самом деле страна с тяжелейшим невротизированным населением, которая вкалывает ужасно, которая толком не отдыхает, с огромным уровнем там самоубийств, проблем психологических, прочее, так же, как и Япония, например. Но наружу транслируется совершенно другой образ, и все так радостно смотрят: ой, как здорово, вот тут у японцев мультики, у корейцев дорамы, как там все хорошо. Вот. Но ведь это государственная задача или это задача... С кем вы мастера культуры, хочется спросить? Ну, по большому счету, да, это задача, с кем вы мастера культуры. Потому что, понимаете, вот если бы я мог распределять, условно говоря, какие-то государственные бюджеты на культуру, вот мне бы сказали: ну, Сергей Васильевич, вы там фантаст такой умный, ну давайте, вот вам бюджет, распределите на культуру. Я бы сказал: заберите его и распределяйте сами. Почему? Потому что как только начинаешь за это платить, к тебе первым делом прибегут не люди, которые действительно хотят что-то сделать, а жулики, халтурщики и те, кому вот все равно, лишь бы сейчас нагреть руки. И они скажут, что прекрасно, мы сделаем чудесные патриотические там мультфильмы, фильмы и сериалы. В результате они сделают такую халтуру, от которой все будут плеваться, и она принесет больше вреда. Нужно поддерживать в первую очередь не проекты, потому что поддержка проектов, она действительно сразу привлекает вот это вот жулье околокультурное, которому все равно, что снимать. Вчера он снимал про коммунизм, сегодня про капитализм, завтра ему скажут, он будет снимать про что угодно.
Вот. Поддерживать надо общее в целом патриотическое, скажем так, патриотическую прослойку деятелей культуры. Надо создавать общий культурный фонд, на котором не будет даже вопроса, чего снимет режиссер там Сидоров или там режиссер там Петров. Потому что понятно позиция режиссера. Потому что понятно, что и тот, и другой снимут что-то правильное, патриотическое. Один будет талантливее, другой более, другой менее, но у них у всех будет такая позиция. То есть надо не пытаться перекупить лояльность деятелей культуры грантами, поддержкой, а надо просто... Вот сейчас хочется взять метлу, вымести всех, которые сейчас имеются, и замести новых. Где этих новых-то взять? Ну, в общем, надо воспитывать новых режиссеров, новых писателей, новых музыкантов. Кто есть, кто действительно стоит на правильных позициях, их, конечно, оставлять и им поручать воспитание новой вот этой вот смены. Вы немножко, мне кажется, про советскую, что-то похожее про советскую систему говорите. Да. Вот эти вот союзы писателей, союзы художников, Конечно. союзы композиторов, заказ на кино, то есть тут гонорары. Ну, это неизбежная система, потому что не бывает, к сожалению, не бывает независимых деятелей культуры. Ну что, вот западные деятели культуры независимые? Ну, нет. Они, так сказать, они колеблются в рамках повестки. Сегодня им сказали, что все герои должны быть черные, они стали черные. Завтра сказали, что они должны быть все там нестандартные, они все стали нестандартные. Послезавтра скажут, нет, стоп, все белые мужики, тут же все станут белые мужики. Это такое же совершенно колебание вот, в угоду общественному мнению. Только им приказывает не союз писателей, а какая-то вот такая аморфная, расплывчатая тусовка. Но она приказывает, и все выполняют. В этом плане тот же союз писателей или союз кинематографистов – это гораздо более честная система, потому что тут есть понимание того, кто чего требует, заказывает, с ним можно поспорить, его решение можно оспорить, и с ним можно поругаться, если он говорит глупость, можно эту глупость выявить. А у американцев разве в кино, в Голливуде, там огромное количество правил, явных и неявных, согласованных в виде актов. Как у них там, например, в 50-е годы там было все отформатировано. Может ли быть на экране поцелуй? А если да, то какой? А при этом можно касаться друг друга или вот так вот просто губками чуть-чуть соприкоснуться? У них цензура и жесточайшие правила всего и вся были долгие-долгие годы. А как вы относитесь к идее отмены актеров, музыкантов, писателей, которые уехали в связи со спецоперацией? Правильно это или нет? Знаете, вот дурацкий вопрос, конечно, сложный. Он такой вот, на него ответ невозможно логичный найти. Потому что, с одной стороны, актер – это актер. Вот я не буду же выбрасывать там какой-то нравящийся мне фильм или сериал, потому что актер оказался идиотом, который поругался со страной и куда-то там убежал. Ну, мне же нравится этот фильм, а не этот актер. Вот. Ну, представить, что он снова приедет, вот он вчера кричал, как хочет, чтобы Россия там была наказана, развалилась, и все тут рыдали и страдали, а сегодня он приедет и будет, как ни в чем не бывало, играть какую-нибудь патриотическую роль, и я бы такого не хотел. Вот. Я считаю, что нет, каждый человек имеет, наверное, право на раскаяние, на ошибку, на то, чтобы покаяться, сказать, да, я был неправ, я там глубоко все это признаю, но мне кажется, что это должно пройти и быть доказано, то, что ты, так сказать, искупил. Если ты вошел не в ту дверь, то докажи, что это было случайно. Как-то так.
Возвращаясь к СВО, мы отстаиваем свои интересы, своих людей, свои территории, свою землю. Есть у вас представление, каким будет финал? Какой-то фантастический или не очень фантастический сценарий ближайшего будущего? Есть, в принципе. Я не очень люблю вот так вот давать прогнозы, потому что, как правило, это снижает вероятность их осуществления, но тут уже вроде довольно все понятно становится, можно и рискнуть. Я думаю, что еще определенная часть территории Украины в итоге присоединится к России, войдет в состав России. Скорее всего, это будет и Одесская, и Николаевская область, и, надеюсь, еще Днепропетровская, Харьковская, разумеется. Вот. Какая-то часть сохранится, я думаю, в качестве такой небольшой, уютной страны Украины, где будут там, все как нравится, там вишневый садик, галушки, там песни, пляски. Вот. И какую-то часть заберут себе радостно поляки, венгры и так далее. Тот же самый Львов, который поляки, конечно, считают своим городом и очень обижаются, что он не у них. Вот. То есть мне кажется, что государство Украина по итогу будет очень сильно сокращено. То есть мне кажется, что это произойдет именно так. И вспомним, что в свое время, когда митинговали против Януковича, Россия дала кредит, дала огромные шикарные заказы всей промышленности и сельскому хозяйству Украины, дала огромную скидку там на газ, на все остальное и прочее. Единственно, прося того, чтобы Украина подтвердила, что она не вступает в НАТО и разрешает пользоваться русским языком. Это вот было единственное, если это можно назвать требованием России, то это было такое требование. Вспомним, тогда у Украины был и Крым, и Донецк, и все остальное. Но Украина сказала, что нет, это что еще нам за условия такие ставят, куда хотим, туда вступаем, и вступили. Вот и сейчас я боюсь, не боюсь, я надеюсь. Я надеюсь, что это придет к тому, что государство Украина сократится до безопасного для жизни людей фрагмента. Потому что в том виде, в котором она сейчас есть, она убивает непрерывно. Над чем вы сейчас работаете? Я работаю сейчас над романом, у которого такое условное название «Седьмой». Это очень странный для меня самого роман. Он стал неожиданно писаться где-то 2 недели назад. То есть бывают такие книги, которые начинают писаться сами. Ты сидишь, ничего не думаешь, не планируешь, и вдруг тебя бросает за компьютер, и ты начинаешь рассказывать историю. И я начал рассказывать историю, не совсем даже понимаю, что сейчас не будет на следующей странице, но вот этих страниц-то уже много, уже страниц, наверное, 60-70, история несется вперед, я уже знаю этих героев, я их полюбил, я примерно представляю, что с ними будет. Я думаю, что за лето я точно эту книжку допишу. Вот, в общем, книжка называется «Седьмой». Она, как всегда у меня бывает, она про жизнь, смерть, любовь и про остальные важные вещи. А больше ни про что и писать-то смысла нет. А почему 7-й? Ну вот, понимаете, это будет спойлер. Спойлер будет, да? Это Хорошо. будет спойлер, ну, скажем так, главный герой в начале 6-й, потом 7-й. Видите, это как ловко уклонился. Вот. Но это такая интересная история, она происходит отчасти примерно в наши дни, а отчасти где-то в 2062, по-моему, году. Ага, то есть немножко попаданцы. Немножко странные только попаданцы, да. Ну, любопытная история, мне кажется. И я не знаю, как она далеко раскрутится, потому что я вижу ее там на первый какой-то уровень, но я примерно представляю второй.
Если второй слой заработает, то это, может быть, будет история из нескольких книг. Если только первый, то из одной. Он будет с нетерпением ждать. А к «Вселенной дозоров» не планируете возвращаться? Она же самая такая... Планирую. У меня там написано, последние книги написано где-то половина. Но там же беда в том, что все книги, они, действия их происходят как бы здесь и сейчас, в реальном времени. Да. И я представляю себе, вот, ну как мне описывать там проблемы Городецкого и какие-то проблемы дозорных, когда вокруг них в мире идет война. Ну, они должны про это думать и не должны про это говорить. И это сразу убивает всю ту историю, которую я хочу рассказать. Она гораздо живее, она гораздо страшнее. Да. Про третью часть экранизации, это не к вам вопрос, когда же она выйдет, наконец? Понимаете, изначально третья часть экранизации была заявлена, но это был, конечно, обман. Это была такая попытка американцев прекратить выпуск этой франшизы. Ну и они, по сути, своего добились. Они сказали: ой, что вы, давайте третий фильм снимем вместе. Вот. Как говорится в известном меме, никто, конечно, ничего снимать не собирался. Вот. Ну, потому что зачем им снимать российское кино, которое отобьет деньги у фильмов голливудских? Поэтому режиссера переманили в Голливуд, а всю эту историю замылили, замолчали. Но я надеюсь до сих пор, что будет рестарт этой истории. Определенные надежды у меня есть. Возможно, это произойдет. В последние годы у нас практически не снимают и не выпускают фантастику. А то, что выпускают, в большинстве случаев оставляет желать лучшего, так мягко говоря. Но, скажем, экранизация вот этого «100 лет тому вперед» Булычева. Там в «100 лет тому вперед», понимаете, там на самом деле, я не знаю, зачем там вообще была Алиса и Булычев, потому что это другая самостоятельная история. Если ее как самостоятельную историю рассматривать, она была бы гораздо лучше. Там не нужна была, мне кажется, эта привязка совершенно к книжке Булычева. Из-за нее все и стали там кричать, ругаться, кричать, что это не то, это не наша Алиса, это не наш там Коля и так далее. Знаете, в чем тут проблема? Проблема в том, что снимают достаточно много. Последнее время еще больше. То есть у меня непрерывно покупают права на съемки тех или иных книг. Очень плохо со сценаристами, очень плохо, реально. То есть доходит до того, что я вынужден сам браться за сценарий, просто потому что понимаю, что иначе испортят. Ну, я не могу сам делать сценарии по всем своим книгам, потому что я просто книжки хочу еще писать. Плохо с продюсерами, потому что каждый продюсер, чуть-чуть прочитавший 2-3 книжки, считает, что он уже все постиг и начинает влезать в работу сценариста. Это не так. Вот. Не надо мешать сценаристам. И в результате у нас выходят фильмы, которые вроде фантастические, но там был вначале один сценарий, потом пришел продюсер, привел еще 3 сценаристов, они все переделали, и в результате возникает какая-то каша, которая никому не интересна. Вот. Мы сейчас пытаемся с этим бороться. Я работаю. У нас есть такая компания, называется «Русские герои». Мы занимаемся именно фантастическим кино. И надеюсь, что у нас выйдет кое-что интересное, что сейчас будет запущено в съемке. Был снят, сейчас дорабатывается, и в следующем году выйдет фильм под названием «Смешарики. Космос». Это такой детский, семейный фантастический фильм, анимационно-игровой, то есть где сочетается игровое кино и анимация известнейшего нашего такого бренда смешариков. Как ни странно, это все завязано между собой. Это фильм по моему оригинальному сценарию, по моему сюжету. Я, скажем так, за него отвечаю. Я уверен, что это будет очень хорошее кино. Спасибо вам огромное, Сергей Васильевич. Время у нас вышло незаметно.
Очень интересная была беседа. Это Спасибо. была программа «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.